Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшнее послание называется «Обычные люди». Когда мы читаем Библию, мы встречаем людей, которые были неординарные, они были необычные. И в Деяниях апостолов, в 9 главе, мы видим, как один из самых, наверное, необычных людей или сверходаренных, суперординарных, которых Бог невероятным образом использовал в будущем, он обратился ко Христу. Его звали раньше Савл, и потом мы читаем о нем, что в конечном итоге это стал апостол Павел, небезызвестный. Если вы какое-то отношение хоть когда-то имели к Библии, к Новому Завету, вы знаете, что этот человек был сосудом или орудием, через которого Бог сделал очень много в первом веке, и в том числе большая часть Нового Завета, не считая Евангелия, были написаны именно через этого человека. Послания, они были написаны через апостола Павла. Так вот, я сегодня хотел бы поговорить не про апостола Павла, а про еще одного персонажа, который упоминается в 9 главе. Когда апостол Павел встречается с Иисусом Христом, это был все еще Савл, грешник Савл, и Иисус находит его. И мы читаем, что Иисус его сверхъестественно встречает на пути в Дамаск. Библия говорит, когда Савл приближался к Дамаску для того, чтобы гнать там церковь, его внезапно озарил свет с неба. Это Деяния апостолов, 9 глава, с 3 стиха. Савл упал на землю и услышал голос: «Савл, Савл, почему ты меня гонишь?» «Кто ты, Господи?» — спросил Савл. «Я Иисус, которого ты преследуешь», — ответил он. «Вставай и иди в город, там тебе скажут, что ты должен делать». Люди, путешествовавшие вместе с Савлом, стояли онемев. Они слышали звук, но никого не видели. Савл поднялся с земли, но когда он открыл глаза, оказалось, что он ничего не видит. И его за руку привели в Дамаск. 3 дня он был слеп и ничего не ел и не пил. И вот здесь написано, 10 стих. «В Дамаске жил ученик по имени Анания». Хочу вам сразу сказать, если вы прочитаете этот отрывок Писания, вы прочитаете о том, что Бог использовал человека по имени Анания. Дальше вы про этого человека нигде ничего не найдете в Библии, и до этой истории ничего не написано про этого человека. Это был обычный парень, часть какой-то церкви. Может быть, он жил совершенно простой жизнью, был сапожником. Неизвестно, кем он был, это был просто ученик по имени Анания. Такой же простой человек, как ты и я. Знаете, на самом деле церковь, она состоит не из экстраординарных людей. Церковь, она состоит не из таких людей, которые подобны апостолу Павлу. Может быть, такие люди рождаются раз там в 500 лет. Церковь, она состоит из обычных людей, таких как ты и я, которые, как нам кажется, ничего из себя совершенно не представляют, которые живут обычной жизнью, растят детей, занимаются своими делами, может быть, сажают в огороде овощи или занимаются бизнесом, в конце концов. Обычные люди, не выдающиеся. Иногда мы про себя думаем, ну кто я такой, я просто хожу в церковь. Ну кто я такой, я просто верю в Иисуса Христа. Разве Бог может что-то делать невероятное через меня? Я хочу, чтобы мы посмотрели сегодня на историю простого человека. И эта история не случайно здесь записана. Потому что сегодня мое обращение ко всем обычным людям, ко всем простым людям, которые ходят в обычные церкви, ничем не выдающиеся церкви. Ты не в Хилсонге сегодня, может быть, это одна из самых известных, или там не в Вифиле сегодня, ты не из Айхопа сегодня, ты в обычную церковь ходишь, она называется у тебя очень простенько, ты находишься в маленьком городочке, может быть, ты находишься ни в чем не примечательном месте, районе, ты занят ничем не особо какими-то примечательными вещами. Сегодня мое послание для тебя. Итак, в Дамаске жил ученик по имени Анания. Господь сказал ему в видении: «Анания». «Да, Господи», — ответил тот. Господь сказал ему: «Пойди на улицу прямую в дом Иуды и спроси там человека из старца по имени Савл. Он сейчас молится, и в видении он видел человека по имени Анания, который пришел и возложил на него руки, чтобы он прозрел». Анания ответил: «Господи, я от многих людей слышал об этом человеке, о том, как много зла он причинил твоим святым в Иерусалиме. И сюда он пришел, получив от первосвященников полномочия арестовывать всех, кто призывает твое имя. Но Господь сказал ему: иди, потому что человек этот — мое орудие, которое я избрал, чтобы возвестить имя мое перед язычниками, перед царями и перед народом Израиля. Я покажу ему и то, сколько ему предстоит пострадать из-за моего имени». Анания пошел,
вошел в тот дом, возложил на Савла руки и сказал: брат Савл, Господь Иисус, который явился тебе на твоем пути сюда, послал меня к тебе, чтобы ты опять мог видеть и был исполнен Святым Духом. В тот же момент, будто чешуя спала с глаз Савла, и он прозрел. Он встал и принял крещение. Затем он поел, и к нему вернулись силы. Больше про Ананию нигде ничего не написано. В нашей церкви или в наших бы церквях такого человека бы водили по конференциям, его бы показывали, говорили: вот человек, через которого произошло чудо. Из него сделали бы какого-то героя. Но на самом деле это был обычный человек, ничем не примечательный. Такой же, как и мы с тобой. Такой же, которых сегодня миллионы по церквям. Иногда мы сидим в церкви, мы думаем: ну я простой человек, я не какой-то апостол, чтобы ходить сегодня кого-то исцелять, чтобы ходить сегодня делать какие-то чудеса. Я занимаюсь обычной работой, я хожу там с 9 до 5, я работаю на обычной светской работе. Я даже не отделен для служения, я не нахожусь в пятигранном служении. Я не призван для того, чтобы начинать церкви. Но знаете, дорогие друзья, сегодня таких, как Анания, таких нас Бог хочет использовать, простых людей, для того, чтобы созидать Царство Божие. Что мы читаем про Ананию? Она не имела отношения с Богом. Я вдохновляю сегодня любого человека. Я вдохновляю любого, кто нас сегодня смотрит. Я вдохновляю тебя: ищи отношения с Богом. Когда мы имеем отношения с неординарным Богом, когда мы имеем отношения с великим Богом, когда мы имеем отношения с Богом чудес, эти же самые неординарные действия, чудеса, они будут через нас, простых людей, действовать. Бог будет использовать в последнее время очень простых людей. Бог будет использовать людей, как им кажется, совершенно неодаренных, для того, чтобы строить свое царство, для того, чтобы строить свою церковь в разных частях земного шара. Я хочу обратиться к тебе. Ты всю жизнь считал себя, пока ты находился в церкви, обычным человеком, не выдающимся, ничем не примечательным человеком. Бог хочет тебя использовать. Ищи сегодня отношения с Ним. И однажды Бог тебе скажет какие-то вещи, какие-то слова появятся внутри тебя, какие-то желания появятся внутри тебя, делать какие-то вещи. И ты будешь видеть, как через тебя Бог будет совершать чудеса. Так вот, мы читаем о том, что Анания имела отношения с Иисусом Христом. И это то, с чего начинается проявление великого Бога через простых людей. Первое, что меня потрясает в этой истории, эта история специально оставлена в Библии. Бог хочет использовать, первое, Бог хочет использовать простых людей. Второе, Бог использует людей, которые прежде всего тянутся и стремятся сами к Богу, которые имеют отношения с Ним. Конечно, если ты целыми днями смотришь свой любимый телек, если для тебя церковь это такое как бы развлечение, тебе в твоем маленьком городке больше пойти-то по большому случаю, там, в большом, по большому там пойти-то некуда, кроме как в церковь. И ты ходишь по воскресеньям в церковь, ты так в носу ковыряешься, пока что-то происходит в церкви. У тебя, в принципе, Бог никак не задевает. У тебя мысли такие, знаешь, там, жениться, выйти замуж, построить бизнес. В принципе, Бог тебя никак не затрагивает. Конечно, навряд ли Бог будет тебя каким-то образом использовать. Но если ты обычный человек, и ты приходишь на собрание, и ты стремишься к Богу, ты делаешь какие-то шаги в сторону Бога, ты покоряешься Богу, ты делаешь вещи какие-то, может быть, которые тебе трудно даются, но ты смиряешь свою плоть для того, чтобы было больше Бога в твоей жизни. Поверь, Бог обязательно придет. Бог обязательно придет своими чудесами в твою жизнь. Мы говорим о том, что Бог использует простых людей. Бог использует людей, которые стремятся к Нему. И третье, я хочу вам сказать такие слова. Бог использует людей, которые готовы подчиниться Ему. Ты простой человек, ты стремишься к Богу. У меня вопрос, готов ли ты подчиниться Ему? Здесь написано очень просто, когда Бог начал в его сердце вкладывать, пойти помолиться за Савла, Библия говорит, Анания стала ему отвечать такие слова: «Господи, я от многих людей слышал об этом человеке, о том, как много зла он причинил твоим святым в Иерусалиме». Как будто бы Бог об этом не знает. Знаете, иногда мы с Богом спорим в молитвах, иногда мы Богу что-то пытаемся доказать, иногда мы говорим: Бог, ну это вся моя жизнь, я всегда так жил, я не могу иначе. А Бог говорит: оставь какой-то грех. Бог нам говорит, что начни делать какие-то вещи, и мы начинаем спорить с Богом внутри своего сердца. И он говорит, Анания продолжает спорить с Богом. Сюда он пришел, получив от первосвященников полномочия арестовывать всех, кто призывает твое имя. Но Господь сказал ему: иди.
иди, друг дорогой. Если тебе Бог что-то вкладывает в сердце, Бог тебя, может быть, обличает в каких-то вещах, может быть, Бог тебе полагает в сердце в чем-то начать двигаться, что-то начинать делать для Царства Божьего. Бог, может быть, тебе полагает в сердце своих друзей приводить на собрание. Может быть, Бог полагает тебе в сердце за кого-то начинать уже поститься. Может быть, Бог полагает тебе оторвать свой взгляд от своих только собственных проблем и вкладывать в твое сердце проблемы других людей, чтобы ты кому-то послужил. Начинай это делать. Иногда же мы думаем, что вот я там сижу в церкви, и я жду какой-то великий голос, что Бог придет и скажет: иди, сейчас там апостол Павел спасется, иди кому-то говори. Да, этот апостол Павел, он в твоем окружении, среди твоих неверующих друзей. Если ты приходишь сегодня к неверующим друзьям, скажи им о Божьей любви, скажи им о том, в кого ты веришь сегодня. Начинай сегодня по своим силам делать все, что ты можешь делать. Знаете, как Бог действует сегодня через простых людей, через простые церкви, когда каждый из нас на своем месте. Мы сидим дома, мы молимся, мы ищем Бога. И потом Бог вдруг нам вкладывает в сердце за кого-то помолиться, для кого-то послужить, кого-то привести на собрание, кому-то прийти и рассказать Евангелие, за кого-то помолиться за исцеление. Просто Бог нам полагает в сердце какие-то маленькие действия. И мы думаем: ой, ну я же не апостол, который в нашей церкви проповедует. Я же даже не пастор, я же даже не евангелист. Зачем мне этим заниматься? Я хочу тебе напомнить, это наше призвание простых людей. Каждый из нас, мы делаем свою часть ответственности, мы делаем свою часть работы. И через каждого из нас Бог делает гигантский труд. Через каждого из нас я что-то сделал, ты что-то сделал. Тот парень что-то сделал. И когда мы вместе складываем все эти труды, мы будем видеть Божие пробуждение. Божие пробуждение не приходит через одного человека. Мы так желаем, у нас такое огромное желание есть внутри нашего сердца, чтобы приехал какой-то евангелист откуда-то из-за океана, и он сказал какие-то слова, и он повел вот так рукой. Здесь все одержимые освободились, здесь все больные исцелились, все, пробуждение, халлелуя, это то, что нам нужно. Но пробуждение приходит по-другому, когда все мы, простые ребята, в наших очень простых церквях, в наших, может быть, маленьких, ничего не знающих городках, каждый из нас, мы начинаем что-то делать для Христа. Мы начинаем стоять на коленях, как Анания, и молиться, и говорить: Господь, пошли меня, Господь, используй меня. И Бог обязательно найдет тебе Савла, к которому ты сможешь прийти и помолиться. И глаза спадет с его, и чешуя спадет с его глаз. И этот человек потом будет делать какие-то невероятные вещи. Знаете, как много сегодня свидетельств тех людей, которые рассказывают о том, что в их жизнь пришли совершенно неизвестные люди. Эти люди молились, эти люди постились, эти люди делали все для того, чтобы этот человек уверовал. Я помню, первый раз я увидел человека, который исцелился от СПИДа, который был исцелен от ВИЧ-инфекции. Он рассказывал свою историю обращения ко Христу. Эта история меня просто потрясла. Он говорит: я был падший человек, я был конченый наркоман. Он жил на улицах Голландии, и он кололся уже до такой степени, он докололся, что его ни один из полицейских не хотел забирать в участок, потому что они думали: он там точно где-нибудь у нас в клетке умрет, пока мы его здесь будем держать в нашем участке. Больше проблем будет. Они его не трогали. Он говорит: я был мужской проституткой. То есть этот человек был не просто падший, дальше было просто падать некуда. Он зарабатывал очень странным образом себе на дозу. И он говорит: я дошел до такого состояния, что я уже не мог вставать, я уже не мог ходить. Буквально я умирал. И у него была там распухшая печень, и у него был, наверное, и цирроз, но он говорит: у меня был ВИЧ, я умирал. Я был человек конченый, никому не нужный. Но он говорит: мимо того места, где я находился все время, ходили две женщины какие-то. И они обращали на меня внимание. И каждый раз, когда они мимо проходили, они мне проповедовали о каком-то Иисусе. И он говорит: однажды эти две тетки подцепили меня за руки и потащили куда-то. И он говорит: они привели меня на собрание евангельской церкви. И этот парень, он говорит, что в тот самый момент я понимал, я никуда не могу деться, я не могу сам ходить. И он был полностью в их руках. И они его таскали туда на собрание. Он в конечном итоге, Бог его коснулся, он уверовал. За короткое время Бог восстановил его личность. Бог восстановил его как человека Божьего. Бог восстановил его как человека, созданного по образу и подобию Божьему. И исцелил его от всех его болезней, в том числе и от СПИДа.
И знаете, этот человек стал евангелистом. Он стал ездить в разные страны, в разные города Европы проповедовать Евангелие. И я вам могу сказать, он говорил о том, что он даже не знает имена этих двух женщин, которые сделали все для того, чтобы этот человек воскрес для Христа. Это были обычные люди из какой-то голландской церкви. Эти свидетельства, они меня всегда впечатляют. То, что мы можем делать сегодня, ты и я, мы можем служить каким-то людям. Мы можем по силам, по своим служить в нашей церкви. Мы можем делать какие-то маленькие вещи. Просто приходить пораньше на собрание церкви. Приходить, может быть, туда, где собираются у нас домашние группы. Молиться за какие-то вещи. Мы можем сегодня поститься с вами, дорогие друзья. Иногда мы не знаем, как правильно людям проповедовать. Прежде чем начать проповедовать каким-то людям, нашим собственным друзьям, нашим родственникам, я вдохновляю вас. Начните поститься и начните молиться и говорить: Бог, Ты открой мне возможность или доступ к Его сердцу, чтобы я мог говорить Ему правильные слова. И Бог вложит те правильные слова для его жизни. И этот человек обратится. И потом ты не знаешь, кто вырастет из этого человека. Мне очень нравится история Давида Йонги Чо. Это человек, который стал основателем самой большой церкви за всю историю, фактически за всю историю протестантского движения. Эта церковь, наверное, больше 800 тысяч человек там было в этой церкви. И эта церковь родилась через обычного корейского мальчика, который в 19 лет умирал от туберкулеза. И знаете, что произошло? Когда он лежал больной туберкулезом, это был далекий 1955 год. Ему было 19 лет, он не верил ни в какого Бога, он был заражен этой болезнью, и он умирал, можно сказать, на больничной койке. В его жизнь пришла какая-то девочка с Библией, и она стала говорить ему про какого-то непонятного Иисуса Христа. И она приходила к нему и говорила ему, и однажды она стояла около его кровати, и она заплакала. И она стала плакать, она говорит: я умоляю Бога, чтобы он коснулся тебя, и чтобы ты обратился к нему. Знаете, этот парень, он так растрогался ее слезами, он сказал: ну давай свою Библию, я ее почитаю на досуге, только ради того, что ты так сильно переживала и беспокоилась обо мне. Он читал Библию, он уверовал во Христа, Иисус пришел к нему, пришел в его жизнь, восстановил его жизнь. Уже через несколько лет он начал церковь, буквально там через 3-4 года начал церковь. Через этого человека пришло, это был один из тех людей, через которого пришло корейское пробуждение в целую страну. Этот человек повлиял практически на целую нацию. Но через кого он уверовал? Через какого-то обычного человека. Через какую-то обычную девочку, которая, может быть, ходила на детское служение. Она слушала проповеди какого-то, может быть, обычного пастора. Совершенно ничем не выдающиеся люди. Но они повлияли на целую историю. Друзья, сегодня мы сидим в наших церквях. И может быть мы сидим год, может быть мы сидим 10, может быть мы сидим уже 20 лет. И мы ждем, что может быть когда-нибудь Бог нас невероятным образом будет использовать. Бог сегодня и сейчас уже хочет нас использовать. Когда ты утром просыпаешься, молись и говори: я уже, наверное, на протяжении более 20 лет молюсь этой молитвой и говорю: Господь, используй меня. Практически каждый день. Я вижу, как Бог использует в таких мелочах, иногда кажется. Ты кому-то что-то сказал, за кого-то помолился, на кого-то возложил руку. Потом ты приходишь опять в жизнь этого человека. Этот человек свидетельствует: знаешь, ты за меня молился, я исцелился. Ты молился за какие-то вещи, решились вопросы. Ты молился, вот сегодня я теперь служу Богу. И ты смотришь и думаешь: простые вещи через простых людей созидают невероятное Царство Божие. Я хочу обратиться сегодня ко всем, кто меня слышит. Я хочу, чтобы ты прочитал снова эту историю про Ананию, про этого парня. Про него ни до, ни после ничего не известно. Бог этого человека использовал. Я уверен, на 100% уверен, что после Савла у него были еще Мавлы, Кавлы и Завлы, другие ребята, которым он служил. Но эта история здесь записана для тебя и для меня. Для этих простых ребят, которые сегодня находятся в церкви, думаем, мы все так думаем, что я ничем не выдающийся служитель, я ничем не выдающийся человек. Просто каждый день будь открытым орудием для того, чтобы Бог мог использовать тебя. И пробуждение придет в наши страны. Любим вас, дорогие друзья, и благословляем от всего своего сердца. Аминь.